Ночь с 15 на 16 марта 1993 года. Тогда началось крупномасштабное наступление по освобождению города Сухум, которое войдет в историю как мартовское наступление и станет самой трагичной военной операцией Отечественной войны народа Абхазии. 222 бойца погибли, без вести пропали 23. Все они заплатили самую высокую цену. Отдали жизнь, чтобы наша республика стала свободной и независимой. В церемонии возложения цветов к мемориалу славы приняли участие руководители страны во главе с президентом Бадре Гунба. Мартовское наступление было очередным испытанием, без которого не было бы победы, отметил Бадре Гунба. Президент Абхазии подчеркнул, что эта дата навсегда останется скорбной страницей в истории республики, и память погибших защитников Родины бессмертна. Глава государства особо отметил мудрость женщин, воспитавших таких героев. Аҷкәынцәа иҭахазаргьы аҩны иҭахит, ԥхьаҟа аиааира амҩа ҳақәзароуп ҳәа убысҟан иаадырԥшыз аҟәыӷара иабзоураны аԥеиԥш бзиагьы ҳажәлар ироуп. Рыхьыӡ кашәара акәымзар днаунагӡа ҳгәаҵаҿанхоит. Беслан Бигвава, вице-президент Абхазии, отмечает, что трагический исход мартовского наступления не сломил дух абхазских бойцов, а наоборот придал им силы бороться дальше. Жажда мести, жажда реванша и жажда победы увеличилась в разы. Мало того, абхазская армия получила из этого урок. Он, может быть, и тяжелый был, но тем самым абхазская армия выявила слабые места у нашего агрессора, что в дальнейшем привело к освобождению нашей столицы и в целом к победе. Мы все сегодня вспоминаем наших братьев, вечная им слава. Они навеки останутся в наших сердцах, а выжившим и всему народу Абхазии мира и процветания. Вся Абхазия чтит своих героев, помня каждую принесенную жертву. Мартовское наступление имеет очень большое значение, хотя мы потеряли своих ребят, 222 человека. Это незабываемая утрата для нас, но это дало в дальнейшем разработать план по освобождению нашей столицы. Это был опыт. Наши командиры смогли потом подготовить план, чтобы, учитывая те ошибки, которые были в мартовском наступлении, разработать план по освобождению нашей столицы. В ту роковую ночь вооруженные силы Абхазии форсировали Гумисту, холодную горную реку, и овладели важными высотами на подступах к Сухуму. Дальнейшего развития наступление не получило. Войска Грузии начали подтягивать свои резервы. Абхазские бойцы попали в окружение. Они пытались отойти под шквальным огнем противника, без еды и воды. Прорвать окружение удалось лишь 18 марта. Я тоже в этот период был участником войны в составе артиллерии, первой минометной батареи. Мы, обстреливали перед наступлением для прохождения нашей пехоты вражеские позиции. И самое главное здесь, что не наступил надлом моральный. Очень было тягостное настроение у людей. Многие погибшие остались на той стороне Сухума, где занимали грузинские оккупанты. Но помню, как матери собрались и сказали, что они лежат на нашей земле, нельзя останавливаться, надо дальше двигаться и готовиться к следующим боям. Это вдохновило наших руководителей, наших политиков и, как вы знаете, привело в конечном результате к успеху. Несмотря на срыв операции, мартовское наступление стало поворотным пунктом в войне. Полученный опыт пригодился в следующем, уже победном сражении за столицу, что по сути предрешило исход всей войны. Мирное небо и независимость – результат той самоотверженности, которую проявили защитники своего Отечества. Они верили в победу, забыв, что такое страх, зная лишь одно – победа нужна любой ценой. Мартовское наступление произошло в 1993 году. В том же году Абхазия одержала победу. Кровавое время на страницах нашей истории прошло. Оно забрало с собой множество жизней, память о которых будет жить всегда, несмотря ни на что. Айлита Арутюнян Раму Камкия, Абхазское телевидение.